Ну, можно сказать, что у нас династия железнодорожная. Мой папа отработал на железной дороге 40 лет. Его отец работал кочегаром на железной дороге в период Великой Отечественной войны. И по стопам папы я пошла в ряды железнодорожников. Вот папа настоял на том, что я стала железнодорожником. Вот закончила институт, пришла на железную дорогу, и сюда меня пригласили уже для передачи опыта, так как 16 лет стажа на российских железных дорогах. Меня пригласили в железные дороги Якутии, начальником вокзала. Вот в 19-м я приехала, вокзал был пустой. Очень прекрасное место, вот так можно сказать. У нас там внизу и кафе, и автомат, но раньше этого всего не было. У нас раньше просто был вокзал, сидушки, детская комната, ну и просто все вот так. А потом у нас построилось кафе, потом у нас сделали автомат, потом у нас поставили автомат с игрушками, кофемашину поставили, потом полицию сделали, туда на вход все сделали, чтобы... Ну, как полицейские, вот так, ну, чтобы, как во всех вокзалах, все сделали. Теперь у нас так уютно, как и во всех вокзалах. Приехала я сюда с семьей. У меня муж тоже железнодорожник, он машинист тепловоза. И дочка здесь уже пошла в 1 класс. Вот проживаем мы уже в течение 4 лет в республике Саха, Якутия. Еще я расскажу про своего папу, Алексея. Он у нас работает машинистом тепловоза. И я там не бываю, так как у него камеры, и мне не разрешается туда идти. Но я очень хочу там побывать и посмотреть, как это все. Когда-то я заходила уже к папе в кабину, вот так подергала эту штуку, которая туту делает. В моем подчинении на вокзале работает у меня есть заместитель начальника вокзала, есть 2 билетных кассира, уборщицы и дворники. В течение дня планируем работу уборщиц, дворников, где нужно убрать, где нужно что-то подкрасить, что-то сделать, чтобы вокзал содержался в чистоте, в порядке, чтобы пассажирам было комфортно размещаться на железнодорожном вокзале. Пассажиропоток сейчас очень увеличился по сравнению, когда мы начинали 2019 год. Конечно, был большой спад, когда была пандемия, было прям сильное уменьшение. Но на сегодняшний день пассажирские перевозки возросли на 40% даже к прошлому году. Вагоны идут полные. Востребована пассажирская перевозка оказалась в республике. Начальник, я знаю, что делает начальник. Он, во-первых, садится за такой стол. У него стоит компьютер и такая вот, как сказать, мышка. И он там печатает всякие документы. Потом эти документы ему надо приносить то в кассу, то из кассы туда приносят ему. И так у нас все идет периодически. Когда я прихожу к маме на работу, я помогаю таскать документы в кассу. И поэтому мама очень рада, что я с ней хожу иногда на работу. В июле 2019 года было открыто пассажирское движение до станции Нижний Бестях. Было торжественное мероприятие, был запуск пассажирского поезда. Изначально поезд ходил через день, было прибытие ранее, было отправление в 10 утра. То в 2020 году поезд запустили на ежедневно, и поезд стал прибывать, комфортное прибытие, отправление. Поезд прибывает в 10 утра и отправляется в 17 часов вечера. И мы еще ездим на реку с мамой. На реке тоже у нас перевозка пассажиров по реке Лени. И мы также ездим с мамой в Бестях, чтобы перевозить пассажиров. Мы организовываем трансфер до города Якутск. Люди, прибывшие поездом, рассаживаются в автобусы, следуют, если летнее время, весна, осень, до берега Нижнего Бестяха. Далее пересаживаются либо на теплоход Рукавишников, это в летнее время, и в межсезонье это у нас ходят судна на воздушных подушках. Пересаживаются, мы доставляем в город Якутск. И также в обратную сторону пассажиры следуют из города Якутск до железнодорожного вокзала Нижний Бестях.
Прибывает в среднем сейчас прибытие где-то около 300 человек и также отправление около 300. Это то, что вот сейчас востребовано летнее время. По направлениям у нас поезда сейчас следуют. Прямой поезд до Благовещенска. Также есть беспересадочные вагоны до Владивостока и до города Иркутск. Все направления, сами понимаете, в летнее время востребованы. Владивосток – это море, едут люди отдыхать. Благовещенск сейчас – это Китай. И Иркутск – это, естественно, Байкал. Наполненность поезда у нас хорошая, полные поезда идут. Работать начали только когда мне было 3 года с половиной, а сейчас мне уже 7 лет. Получается, мы уже тут как 4 года. Ну, мы уже привыкаем, и все у нас становится новее и новее. Каждый день, каждая новая точка, каждый новый шаг, и так мы развиваемся. Уважаемые пассажиры, на первом пути от платформы начинается посадка на пассажирский поезд номер 317 с сообщением Нижний Бестях-Благовещенск. Отправление поезда в 17 часов 00 минут местного времени. Билеты на поезд можно приобрести непосредственно на железнодорожном вокзале Нижний Бестях. Также у нас есть касса в городе Якутск, это проспект Ленина, 24, гостиница «Азимут». Они работают, касса в городе Якутск, с 8:30 до 20:30. Также можно там приобретать, можно здесь приобретать. При покупке билета на поезд необходимо также приобрести трансфер. Это то, что из города Якутск до станции Нижний Бестях и также в обратном направлении. Еще меня железная дорога привлекает тем, что там очень красивые получаются виды. Ну, когда поезд приходит, все радуются. Еще у нас 9 мая, я очень радуюсь, потому что у нас 9 мая поезд Победы едет. И все это прям очень красиво. Еще у нас 9 мая раздаются флажки, и мы едем на парад. И поэтому мне нравится железная дорога тем, что она такая яркая, что у нее такие мелькающие мысли. Ну, железная дорога, я думаю, привлекает и молодое поколение, и взрослое поколение, потому что это романтика железных дорог, это стук колес, это интересные поездки, интересные новые места, виды из окна. Интересует, конечно, больше, думают, романтика, но железная дорога требует определенной дисциплины, правила. У нас есть законы, которые мы обязаны выполнять и следовать им. Дисциплина нужна, самодисциплина, нужен контроль за работниками. То, что касается любой сферы железной дороги, это куда, что дежурный по станции, что билетный кассир. Билетный кассир, здесь работа, конечно, такая сложная, то, что с пассажирами, знаете, у всех разный характер. Нужно под всех подстроиться, нужно разговаривать, уметь держать себя в руках. Своя романтика существует в железной дороге. Уже получается мой стаж 22 года, я работаю на железной дороге. Очень интересно, и каждая сфера по-своему разная, и все это пройти своими руками, как сказать, потрогать это ногами своими. Все это интересно очень, и такой опыт колоссальный получаешь от всего.